Выплаты получат все обратившиеся семьи с детьми в возрасте от 3 до 16 лет. Ну, мы говорим 16, потому что до 15 включительно. Дата исполнения 16 лет мы включаем. Независимо от того, то есть есть ли право этой семьи на материнский капитал или нет. Говоря о возрасте, я очень на момент один хотел бы обратить внимание, пользуясь случаем, что тем, кому исполнится 16 лет в период с 11 мая, а у нас это дата принятия указа, и по 30 июня текущего года выплаты тоже полагается. Например, если ребенку исполняется 16 лет 12 мая, или, допустим, 30 июня, в последний день, то выплату они получат. А вот если 16 лет исполнится 10 мая, то есть, к сожалению, выплата производиться не будет. Родители, разумеется, смогут получить выплату. Они получат тем более даже за апрель, за май и июнь, за каждый месяц по 5000 рублей. Если подадут заявление до 1 октября, у нас сентябрь до 1 октября текущего года. И раз уже затронули вот эту тему 5000, отмечу, что теперь эта выплата тоже, она не зависит от права на материнский капитал. Ее могут получить все семьи с детьми, соответственно, до 3 лет. Мало того, что он получит, так будем говорить, из апреля, за май и за июнь, он еще и получит, получается, за июнь 10 тысяч. У них будет в сумме 25. Одним из условий получения вот этой единовременной выплаты является очень конкретно проживание на территории России и наличие гражданства Российской Федерации. Первое, что появляется на экране перед гражданином, это подать заявление на 10 тысяч, подать на 5 тысяч. Не надо никуда ничего искать, не надо, нажимайте на нужный вам, допустим, на 10 тысяч. Вам надо вбить что? Вам надо вбить, если они не заполнены, данные на ребенка. Надо вбить данные о СНИЛСе ребенка и свидетельство об актовой записи. То есть свидетельство о рождении ребенка должно быть на руках. Данные вбили, там написано, добавить еще одного ребенка, прям такая кнопочка есть. Добавили второго ребенка, добавить еще одного, третьего добавили. То выплаты начнут осуществляться только летом с 1 июня. По сути, очередности как таковой нет, есть определенные сроки, которые законодательство нам ставит. У нас есть 8 рабочих дней. В течение 5 рабочих дней, первых, выносите решение по принятому заявлению. То есть, если вы решение положительное, плюс еще 3 рабочих дня, будет почему 8, на то, чтобы денежные средства перечислены на счет заявителя. Здесь бы хотел все-таки обратить внимание, пользуясь случаем, что надо заполнять данные правильно. То есть, очень внимательно относиться к своим банковским реквизитам. То есть, выплата не может осуществляться на счет другого лица. Один момент, очень важный, наверное, для граждан. Если реквизиты поданы неверно, повторно подавать заявление не нужно. Мы решили, что сотрудники пенсионного фонда, они сами свяжутся с заявителем в целях уточнения и внесения каких-то корректив в эти данные. Но еще раз призываю быть очень внимательными в заполнении реквизитов. У нас действительно в республике есть порядка 1800 семей, где, так скажем, бывший супруг уклоняется от алиментов. И действительно эти семьи сейчас тоже оказались в очень сложной ситуации, когда зачастую это мама, это женщина, она воспитывает, у нас есть истории, когда она воспитывает 3 и даже 4 детей. И кто попал? Это прежде всего, как я уже сказала, семьи, где, к сожалению, не выплачиваются алименты. Затем это семьи опекунов, там, где функции по опеке и попечительству выполняются на безвозмездной основе. То есть там, где бабушки и дедушки воспитывают своих внуков. Также эта помощь затронула тех лиц пожилого возраста, у кого, к сожалению, низкие доходы. Менее 8938 рублей, граждане 65+ категории, их более 16 тысяч, таких у нас пожилых людей-пенсионеров. Также в эту категорию попали семьи, где низкие доходы, ниже прожиточного минимума, но детям больше 8 лет. Если вы подпадаете под эту категорию, необходимо обратиться в свою администрацию, в орган местного самоуправления по месту жительства, либо позвонив. Есть все телефоны горячей линии, которые есть отдельный колл-центр «Ярдам Янеша», помощь рядом, и, соответственно, оставив заявку, что вы действительно относитесь к этой категории. И в этой категории очень большую долю также будет помощь оказана детям из семей самозанятых и индивидуальных предпринимателей. Был увеличен размер максимального пособия по безработице с 8 тысяч до уровня МРОТ, минимального размера оплаты труда, 12 130 рублей. Но мы должны понимать, что пособие – это не замена заработной платы. Сегодня у нас основная задача – сохранить занятость и, самое главное, все-таки начать дальше думать о перспективах. Но уже сегодня мы видим оживление на рынке, и работодатель предлагает 32 тысячи вакансий по республике, причем самых разных в разрезе городов. Сегодня мы полностью перестроили работу службы занятости. Мы также работаем в дистанционном режиме через
через единый портал «Труд всем. Работа в России» можно подать заявление, если вдруг вы остались безработным. И помимо этого сегодня очень активно работодатели также регистрируют свои личные кабинеты и выставляют вакансии на портале «Работа в России», потому что это наиболее быстрый путь найти друг друга. Все выпуски программы «7 дней» смотрите на YouTube-канале ТНВ.